Онлайн-семинар-совещание на тему «Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета» – это очередное совместное мероприятие Минфина Абхазии и Казначейства России в рамках реформы финансовой системы Абхазии. Эта реформа была инициирована в 2015 году и продолжается по сей день, так как включает большой спектр вопросов, начиная от внесения изменений в законы и заканчивая детальной проработкой процессов во всех районах республики. Открывая онлайн-семинар, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев обменялись приветствиями, после чего начальник управления ведомственных проектов Федерального казначейства Дмитрий Семенов рассказал о результатах реализации мероприятий в рамках модернизации казначейской системы Абхазии. Организован полноформатный доступ казначейства России к программному комплексу управления казначейства в режиме просмотра. И здесь также мероприятия раздела 2 дорожной карты выполнены в полном объеме. В-третьих, в части обеспечения нормативно-правового регулирования, здесь достаточно большой раздел, здесь нами была оказана соответствующая информационно-методологическая поддержка Министерства финансов, в результате чего абхазской стороной было утверждено 7 законодательных и нормативно-правовых актов. В том числе хочу подчеркнуть, что были внесены изменения в закон Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Дмитрий Семенов подчеркнул, что значительный объем работы запланирован на 2021 год. В частности, в течение первого полугодия должен быть внедрен механизм казначейского сопровождения государственных контрактов, а для этого необходимо принятие более 10 нормативных актов. Депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр выразила полное согласие и готовность работать для совершенствования системы учета бюджетных средств. Мы тоже со своей стороны, как депутаты парламента, как председатель комитета, я могу вас заверить, что с большим удовольствием начнем работу по именно внедрению и внесению изменений в наши законодательные акты. Я со своей стороны могу сказать только одно. Нас радует именно внедрение и казначейской системы сопровождения, она приводит к возможности прозрачного ведения и отслеживания бюджетных средств, и нас это очень радует. Начальник управления казначейства Саид Губас поблагодарил коллег из России за оказываемую помощь, высоко оценив актуальность темы семинара. Правильно налаженный учет обязательств получателей бюджетных средств поможет сделать нашу систему еще более прозрачной, уверен Саид Губас. На мой взгляд, это достаточно объемный и информативный процесс, который позволит Министерству финансов получать исчерпывающую информацию о содержаниях, направлениях, видах обязательств, которые принимают на себя бюджетные организации. И однозначно этот механизм вкупе с внедрением кассового планирования исполнения бюджета позволит нам более эффективно использовать бюджетные средства. Представители Федерального казначейства в Москве и управления в Ростове-на-Дону выступили с докладами для абхазских коллег, сотрудников Министерства финансов и начальников районных финансовых организаций. После каждого доклада следовала сессия вопросов и ответов, а после того, как онлайн-часть мероприятия завершилась и российские коллеги отключились, вице-премьер Владимир Делба обратился к участникам семинара с напутствием. Я убедительно вас прошу, моя личная просьба, к этому весьма серьезно относиться. Мы сейчас пока видим это только в проекте. Наталья Викторовна об этом публично заявила, оценив как положительная сторона проекта бюджета 2021 года, что межбюджетный трансфер разбит по видам, субсидии, дотации. Теперь субсидия, еще раз повторюсь, субсидия, она предельные значения есть, цель окрашена, как мы говорим на бюджетном языке, ее надо будет достигать. Обращение вице-премьера Владимира Делба к сотрудникам поддержали депутат Наталья Смыр и председатель контрольной палаты Роберт Аршба. В 2014 году один из разработчиков данного закона, по которому мы сегодня живем, это закон о бюджетном процессе и устройстве, это Владимир Валерьевич здесь сидит, один из авторов. То есть тогда была заложена реформа бюджетного законодательства, вообще бюджетного устройства и процесса. Она сегодня не закончилась, она продолжается. Я единственное хочу от себя пожелать вам, то есть эту реформу, мы не должны ее бояться, мы должны ее делать.
И преград у нас здесь не должно быть, мы ее должны завершить. Главная задача, цели, которые предусматривает и сегодняшний семинар совещания, это эффективность работы и исполнения бюджета нашей страны, в том числе казначейства. Новые условия учета бюджетных обязательств, введение электронной подписи и казначейского сопровождения государственных контрактов – все эти нововведения нелегким бременем ложатся на плечи руководителей и сотрудников финансовой системы Абхазии. Но без этой работы невозможно создать прозрачную систему расходования народных денег. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.